Это село по-ингушски Ангуш, по-русски Тарское. В этом селе родился. Белый свет познал в этом селе. Отсюда был депортирован в Казахстан. Как таковой поддержки со стороны местного руководства в лице Северной Осетии и в лице Ингушетии мы на себе не ощущаем. Я как пенсионер, как-никак, немного могу существовать, но подавляющее большинство молодежи не имеет работы. Вот, все безработные, в разные места выезжают. У нас очень богатая страна Россия. И Бог наделил его всем тем, что необходимо для людей. Но почему-то вот мы все время страдаем. Страдаем из-за неправильного отношения к людям верховной власти. А вот теперешняя власть, власть богачей. Кто богатый, ему есть чем заниматься, а бедному нечем заниматься. Мне самому на своей шкуре пришлось испытать то, что выпало моему народу в 1944 году. И пришлось опять вторично в 1992 году покинуть это село, оставить все, что было нажито мною в течение 40 лет. Вот. И сегодня, вот, живя в этом селе и глядя на молодежь, мне болит душа, так как у них на сегодняшний день у них нет никаких условий на будущее. Чем они должны жить? Как они должны заводить семью? Как они должны обустраиваться? Что касается тех людей, которых посадили, они ж ничего такого противозаконного не сделали и не требовали. Больше того, что должен иметь гражданин. Они требовали конституционные права. Больше ничего они не требовали для себя. А их посадили. Даже сегодня вот моя родственница с нашего рода, Саутиева, тоже сидит там девушка. Надо как-то по-человечески относиться к людям, а не по-зверски. Они ж не требовали для себя особых условий. Они требовали только то, что нужно всему ингушскому народу. Вот. Они, как говорится, в своем лице высказали мнение всего ингушского народа. Они не требовали для себя особых условий. Они говорили, дайте моему народу нормально жить и развиваться. Вот. Я очень даже прошу и нового руководства Ингушетии, и высшее руководство России этих людей отпустить. Они не заслужили того, чтобы их сажали, и чтобы их мучили, и чтобы над ними издевались, и человеческое достоинство их, чтобы унижали. Они не заслужили этого. Они очень добропорядочные люди, болеющие душою за свой народ, за свою нацию. Хватит то, что пришлось пережить нашему народу. Это даже во сне не может присниться такой страшный этот сон. Своими глазами я видел, как от голода люди гибли, и даже по 2 человека в одну могилу хоронили. Нельзя же вечно, чтобы такое продолжалось в отношении этого народа. Должна быть когда-нибудь наступить справедливость и правда. Должна же заговорить совесть и руководство не только местной власти, и верховной власти России над
маленьким ингушским народом. Я уже свой век, как говорится, уже на 90-е годы я перешел. Мне осталось вот-вот. Поэтому надо посмотреть в лицо правды и, значит, создать для этого народа нормальные условия, как для всех других людей. Не так, что как сегодня. Одни здесь мучаются, другие там мучаются. И никаких таких нормальных условий нету. Вот что я хочу сказать. Не знаю. Не хватает даже вот слов сказать. Довольно. То, что мы пережили, это уже достаточно. Я вот своим внукам рассказываю, они удивляются, как это так, за что, за что.